Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Хочу напомнить, что все мои видео мною созданы для вас с большой любовью. Благодаря этим видео я могу поделиться с вами всем тем хорошим, что есть у меня от высших сил. Эти видео несут вам добро, позитив, помогают восстанавливать силы и раскрывать ваш потенциал. И также хочу предупредить всех тех, кто любит пересказывать и обманывать людей. На моих видео стоит защита. Когда вы бесстыдным образом пересказываете мои гадания, поверьте, вы будете терять гораздо больше, чем вы себе там напланировали и думали получить. Совсем недавно обнаружила, благодаря моим подписчикам, канал очень интересный. Там женщина, даже не знаю, как ее назвать, ладно, это пусть останется на ее совести, полностью копирует все мои гадания. Я никогда не была против людей, которые ведающие. Я даже за. Я всегда говорю, что эти люди нужны, их крайне мало. Но если какая-то шарлатанка, пытаясь на этом заработать, обманывает, ну, я всегда против этого. Против и буду бороться всеми возможными способами и средствами, какими я обладаю. Поверьте, ничего хорошего у вас, шарлатанов, пересказчиков, не получится. Знаете, есть случаи вообще абсурдные, когда люди берут, например, мое гадание на песке, либо на кофе и умудряются их пересказывать, гадая на картах. Вот прям слово в слово берет и пересказывает, без зазрения совести. Вы представляете, что происходит? И еще причем при всем они все берут частные гадания, то есть личные, индивидуальные. Но представляете, что там происходит? Может быть, у человека последняя денежка, человек нуждается в помощи подсказки, а она вот так его, либо он, кто они там, эти люди, обманывают. А вы, мои хорошие, будьте бдительны. И второй момент для тех, кто выбрал этот скользкий путь в никуда, но поверьте, оно того не стоит. Те деньги, которые вам удастся выманить у несчастных, они вам свинцом отольются. Поверьте, оно так и бывает. Так, ну что, отвлеклись? Давайте я назову вам тему. Тема у нас будет сегодня сложная. И тема общения с потусторонним миром. Я долго готовилась именно к этой отсыпке. Это всегда очень сложный процесс. Если вы попали на мою отсыпку, значит, она для вас. Она для вас, и по-любому здесь информация прозвучит для вас. Мы будем брать подсказки и советы духов рода. Тех, кто был, тех, кто ушел, и тех, кто рядом все равно с нами присутствует. Настройтесь, пожалуйста. Если вы конкретно хотите к кому-то обратиться из ваших усопших родственников, обратитесь до отсыпки, попросите подсказки, попросите совета. Если вы не понимаете, что вы делаете на моей отсыпке, просто скажите: мне нужен совет, мне нужна подсказка. Духи, помогите. Вот, каждый пусть по-своему настроится. Я думаю, что вы уже готовы. Давайте посмотрим, что нам тут посоветуют духи. Так, попрошу я высшие силы, чтобы дали мне возможность, чтобы открыли, чтобы показали, чтобы связь у нас наладилась. Пусть придет важная, полезная и нужная информация. Замечательно. Нас услышали. Смотрите, я думаю, вы все видите знак триады. Видите? 3 человечка, и они все связаны. Это знак того, что нас слышат, с нами общаются. И нас не оставляют. Вот кто бы вы ни были, женщина, мужчина, кто зашел на эту отсыпку, вы под надежной защитой, у вас тройная помощь идет, тройное какое-то вот прям как облако защитное над вами присутствует. Я вижу, что сейчас в жизни шторм, что очень много каких-то неприятных моментов. Кто-то потерялся, не понимает, что делать. У кого-то прям жизнь рушится прям на глазах, человек страдает, помощи нет, подсказки нет.
кто-то болеет, кто-то потерял, ну, вообще все и сразу, да, вот особенно в эмоциях я вижу, тут прям шторм, накрывают огромные такие эмоциональные тяжелые волны. Вы не случайно сюда попали. Кто попал случайно, я не вижу таких людей, но может быть 1-2 человека, я думаю, они уже перешли на другие видео, на другие каналы. Здесь случайных людей нет. Здесь вас всех объединяет один вопрос. За что? За что мне это все выпало? Либо почему такие тяжелые испытания меня вот прям бьют, по лицу бьют, прям с ноги по лицу бьют. Это очень больно, это очень жестоко, то, что вы переживаете. Но как вы это воспринимаете? Боль страшнейшая. У меня вот прям в солнечном сплетении прям как ком стал, понимаете, как будто, ну вот, вставили вот как кусок льда, либо камень какой-то. Прям тяжело. Дыхание прям перехватывает. Очень-очень непростая ситуация, болезненная, тяжелая. Я вижу, что здесь у меня есть молодчинки, которые борются, но нет, оно тянет. Причем вот прям как смола, да, человек выпачкался в эту смолу, и оттереть ее невозможно, ничего с ней сделать невозможно. Подозрение у вас есть, что это негатив, что это какие-то порчи. Я честно скажу, я не вижу здесь прям такой страшной порчи. Вижу, у кого-то проклятие есть. Но опять же, это больше похоже на единичный случай. Но, чтобы вы понимали, это не фатум, это не приговор. Если проклятие, то оно родовое. Это не вас конкретно, это через кого-то вам. Понимаете, передалось. Кто-то в вашей семье наследил, а за вами прилипло, да, вернее, к вам прилипло, и за вами тянется. Значит, смотрите, вот она вышла кошка, которая готова прыгнуть. Смотрите, как хвост у нее, да, трубой. Вот, но этот хвост, смотрите, ест сурок. Это хороший знак. Есть какой-то человек вредоноснейший, опаснейший, это вражина первостепенная, вот у кого-то отыграется. И этот человек ворует ваше. У кого-то ворует любовь, счастье личное, да, а у кого-то ворует ваши ресурсы, да, там, ограничивает, блочит. Человек вор, время может ваше воровать, понимаете? Страшнейший. Вот, видите, вот она кошка, видите, стоит, и хвост вот прям трубой. Но, видите, тут сурок схватил ее за хвост уже. Он с ней разберется. Он хоть и поменьше размером, но более такой хищник, да, юркий зверек. Все получится. Это ваш дух. Вы, вот сам по себе человек, да, ну вот как вы себя видите в зеркало, слабенький. Вот думаете, ну что я могу, ну что я могу. Я не конфликтная, я спокойная, меня любой обидеть может. У меня, если что-то, сразу слезы. То есть нету вот этих бойцовских ноток. Хотя это не так. Вы, если за кого-то, так вы готовы на британский флаг порвать, да, любого, как тузик тряпку порвете. А за себя нет, за себя вы не очень активно выступаете. Но вот этот вор, он затронет кого-то, какой-то интерес затронет третьего человека, то есть кого-то из ваших, может быть, близких. Либо третий человек вам даст как мотивацию, да, либо подскажет, либо плечо подставит, вам будет на кого опереться. То есть вы, мои хорошие, вот благодаря этому неприятелю, благодаря этой вражине, вы откроетесь. Вы откроетесь с той стороны, с какой вы себя не знаете. У вас есть эта теневая сторона. И не потому, что она плохая, я говорю теневая, а потому, что вы ее не видите сами. С той другой стороны вы воин. Сильнейший воин, мощнейший воин. И ваша сила не столько вот физическая, да, не мускулами играете, а умом. У вас ум, понимаете, это ваш главный мускул. И он настолько у вас прокачанный, но вы его как-то не задействуете. Ну, то ли время не пришло, то ли вы в таких условиях выросли, да, когда не привыкли вы. Полагаетесь на кого-то. На себя не полагая, на кого-то полагаетесь. Но вот, пожалуйста, придет время, когда вы блеснете своим умом и блеснете так,
как и шашка не порубит, понимаете? Вот прям будете сечь этих всех врагов, будете прокладывать себе путь, будете раскрывать, расчищать себе дорогу, и вы таки получите. Время ваше, время, сейчас я вам скажу, когда. У кого-то идет октябрь, от начала до конца. Вот это время, когда у вас прям пик вашей активности произойдет. А у кого-то идет, ну вот такой, не могу сказать вам точно, это вот зимний месяц, когда морозы стоят, морозы. Зимы у всех разные, вы все разные, смотрите меня с разных кусочков мира, да, с разных континентов. Но вот именно месяц, когда будут морозы. Вот у вас с этими морозами, да, обычно человек такой в пассивное состояние, да, впадает, когда ничего не хочется, а у вас наоборот, у вас попрет энергия. Вот, но это решится в ближайшее время. Я вижу, что вы будете расчищать, я вижу, что вы будете выбираться. И духи рода говорят, время пришло. Время пришло, они уже рядом с вами находятся, они уже, вот видите, этой триадой стоят за вами, и они вам что-то готовят. К этому мы немножечко позже дойдем. Вот я еще хочу обратить внимание на несчастную любовь. Есть несчастная любовь, либо она сама по себе несчастная, такая болючая, травмирующая, либо больно от того, что любви нет. Но не происходит любви. Вот человек чувствует себя абсолютно одинокий, ненужный на задворках жизни. Вот посмотрите вы на мир, там люди любятся, целуются, там парами ходят, семьи создают, детей рожают, куда-то двигаются, там все вместе, один другому помогают. Вы смотрите, у вас этого нет. Есть, может быть, там какой-то муж, типа муж, название муж, либо жена, да, которым дела до вас никакого нет. Либо вообще, в принципе, никого нет. Прям такая тяжесть идет, вот одиночество, обреченность прям какая-то чувствуется. Человек вообще утратил вкус, интерес даже к жизни. А для чего? А для чего мне жить? Чтобы что? Ходить вот это одинокому, никому не нужному, такому склоняться, скитаться. Вы зря это делаете, абсолютно зря. Вы поймете, о чем я говорю. Не сейчас поймете к концу, скорее всего, это вот лето у нас кончается, когда листья начнут падать. Но опять же, смотрите все, когда у вас какой сезон начинается, в какой стране вы живете. Вы поймете, знаете, как поймете? У вас даже не любовь идет, а идет у вас какая-то преданность. Преданность, вот как похоже на собачью преданность. Знаете, вот собачки, они же очень преданные, они хозяину что угодно готовы простить. И вот к вам идет такой человек вот именно с такой щенячьей собачьей преданностью. Я не хочу никого обидеть, я просто хочу донести до вас ту эмоцию, передать ее, да, которую я чувствую. То есть появится в вашей жизни человек, который будет действительно, ну, как щеночек, да, как собачка, настолько преданный, настолько верный. И вот этот взгляд, идет именно взгляд этого человека. Вот одним этим взглядом человек вас будет и согревать, и давать вам всего то, чего вы были лишены. Кто этот будет вам человек, я не скажу. Вы разные. Кому-то идет кольцо, а кому-то идет рука об руку, как дружба идет. Но то, что вы одиноким человеком не будете, это 100%. Вы почему одиноким человеком стали? А потому что вас обидели. А потому что боль, страдания в вашем сердце, ну просто вытеснили все. Все вот такое светлое, теплое, все вытеснили. Это, как, знаете, похоже на, извините, приведу пример опухоли, да, когда она разрастается и вот все блокирует. Вот и у вас эта боль, она настолько разрослась, вы... Буду ругать, конечно, да, вы простите, но я просто должна передать вам. Я хочу, чтобы вам помогло это видео. Не просто так, да, поговорили и разошлись. Вы свою больку, вы ее холите или лелеете. У вас нет других интересов. Вот она моя боль, вот я с ней пойду сюда, пойду туда, я ее ношу, ну да, это ж моя боль. Да, она меня разрывает на части, ну как, а как по-другому? Если ее не будет, что будет в моей жизни? Прекращайте этим заниматься, займитесь лучше своим образованием. Вам, мои хорошие, вот особенно кто очень одинокий и несчастный, вам тут какие-то невероятные падают возможности в плане то ли карьеры, то ли роста, то ли развития какого-то. Вы как будто бы стоите выше всех. У вас тут тюльпан даже вышел. Тюльпан, ну, особенно для Турции, а это турецкое гадание, но это ж все. Даже эмблема самой страны – это тюльпан.
Ну, считайте, что все и сразу. Вы какой-то будете очень видный человек, очень значимый, такой, знаете, как говорят, козырный, да? Человек, которому все пойдут на поклон. Все пойдут с рукой протянутой, да, ну, протянутая рука, либо там будете деньги раздавать, помощь оказывать, либо вы, ну, как зарплату вы даете людям, да, либо советы вы будете давать, к вам люди потянутся. Разные люди, разношерстные, разных сословий, там, может быть, даже разных национальностей, к вам люди пойдут. У вас, вы будете обладателем чего-то, то ли знания, то ли работы, то ли действительно каких-то богатств. Да, может быть, вы филантропом известным станете. К вам потянутся люди. Придут с поклоном и с протянутой рукой. Вот такое место в жизни вы займете. И вот сейчас ваше одиночество вас мучит и разрушает, а в будущем, ну, вы о нем мечтать будете, да, потому что постоянная будет активность. Люди, движения, встречи, какие-то разговоры, дела. То есть жизнь закрутится. Водоворот событий у вас прям такой огромнейший начинается. Так что, мои хорошие, здесь печалиться не стоит. Печальку свою не носите с собой. Куда-нибудь ее подальше там засуньте и начинайте учиться. Вот у вас есть какие-то мысли, какие-то планы, кто-то вам что-то говорил, либо вы себе что-то там надумали. Обязательно занимайтесь. Есть возможность, идите там на курсы, идите в учебные заведения. Если нет возможности, сами, самостоятельно. Сейчас время интернета, все можно найти в открытом доступе. Можно спрашивать у людей на разных пабликах и форумах. Можно даже какие-то уроки есть онлайн, там бесплатные. Все можно найти. Абсолютно все. Поэтому, мои хорошие, знайте, что ваше будущее – это тюльпан. И это, я вам скажу, не шутки. Это очень серьезное дар, который просто так человеку в жизни не дается. Так что, мои хорошие, занимайтесь, учитесь. Бросьте все свои силы не на то, чтобы там мужиков либо женщин себе искать, а бросьте именно на самообразование, на саморазвитие. Вам это очень пригодится в будущем. Вы как раз себя успеете подготовить к вот этой большой роли, которая вам в жизнь падает. Так, еще хочу сказать по поводу треугольника. Есть треугольник, но треугольник, сразу хочу сказать, он черными цветами окрашенный, понимаете? Этот треугольник, он если закончится, то закончится для кого-то трагически. Да, неожиданно, я не люблю такие темы, я о них не говорю, я понимаю, знаю, что многие сейчас вас скривились, но я не могу игнорировать знаки, которые я вижу. Для кого он закончится трагически? Ну, не для вас, это точно, а вот кого-то вот либо там правая, либо там левая сторона, вот для мужчины или для женщины. Здесь у кого-то может и крышу сорвать, понимаете? Вот человек может либо с собой что-то сделать, не дай бог, это вообще ужасно, либо, ну, как в отместку может вот прям навредить, причем очень конкретно навредить. Для вас этот треугольник, он не несет ничего хорошего. Понимаете, вот неважно, с какой вы стороны, выбирает ли вас мужчина, либо там не выбирает, все равно результат один и тот же. Ничего хорошего для вас в этом треугольнике нет. Я думаю, что вы уже сами все понимаете. Да, потрачено время, да, убиты годы, у кого-то прям годы, кто-то ждал годами. Но перспектив-то все равно как не было, так и нет. Понимаете, да, вы можете в любой момент там, с чем-то согласиться, либо от чего-то отказаться. Но поверьте, вот у вас все чаще и чаще будут приходить вот эти мысли, чтобы вам из этого треугольника потихонечку выходить. Мало того, вот кому-то придет женщина во сне. Женщина, но она как женщина-мать. Там, возможно, мама, может быть, бабушка, там, прабабушка. Придет женщина маленького роста, худенькая. И вам эта женщина покажет вашего будущего супруга или вашу будущую пару. Вот если вы увидите, вот считайте, что это день, с которого вы можете отсчитывать, да? Отсчитывать до дня встречи с вашим новым возлюбленным. А этот треугольник, прекращайте его. Не терзайте себя, не теряйте энергетику. Вы туда очень сильно, кстати, энергетически вкладываетесь. Если не хотите до срока состариться, если не хотите, ну как вам сказать, там овдоветь, да, допустим, лучше
Отвернитесь вы от этого треугольника, пусть они там сами разбираются, что-нибудь у них там да получится. А вы туда уходите. Нет там счастья, нет там возможности. И очень-очень переживает вот эта женщина за вас. Но она сама как будто бы такое пережила. Но у нее по трагическому сценарию произошло. Вот и она хотела бы вас предупредить. Она для вас как будто бы очень хорошую пару выпросила, очень такого прям хорошего мужчинку выпросила, чтобы прям счастье было. Вот то, чего у нее в жизни не было, чтобы вам пришло. Понимаете, там и ваше пойдет, и плюс ее наложится. Дальше, мои хорошие. Мне не очень понятно. Тут потеря идет, потеря очень серьезная. То ли имущественные потери какие-то, денежные потери. Может быть, там, не знаю, дом сгорел. Работа, бизнес, может быть, потерян был. Какая-то потеря такая прям несоизмеримая. И эта потеря как бы равно ваша жизнь. Вот вы сейчас смотрите на то, что потеряли, и думаете, ну все, жизнь закончилась. Это была судьба. Это не наказание, это была судьба. Вам было суждено это пережить. Это опыт вашей души. Вы не должны ассоциировать свою жизнь с этой потерей. Это всего лишь момент. Да, больно, да, страшно, да, несправедливо. Но это момент, который вы должны пережить. За этим моментом вам пойдут возможности. То есть то, что вы потеряли, вы нагоните и даже перегоните. Я не могу сказать, у разных людей по-разному отыграется, в каком размере вам тут компенсация придет, но то, что она будет, и то, что она будет намного лучше, чем та потеря, ну вот как если в эквиваленте, да, сравнивать, это точно. Так что прекратите и не хороните себя. Неважно, сколько вам лет, да, вам может быть и 70, да, и вы думаете, все, потерял последнее там жилище, допустим, да, пожар был, дом сгорел. Будет, все будет, и причем в кратчайшие сроки. У вас так, как, знаете, сутки идут. Сутки, но сутки энергетические. То есть это сейчас у вас ночь, но придет новый день. Вы не должны терять надежду. Так, о чем хотят сказать вам духи? Ну, во-первых, что все будет хорошо, чтобы вы для себя четко понимали. Завтрашний день, он, конечно, не будет идеальным, а вот послезавтрашний уже будет гораздо лучше. У вас долгий путь, долгий. Идете вы в крутую гору. Вот прям, да, и ноги сбиваете, и камни периодически на голову сыпятся. Это ваша жизнь, это ваша судьба. И где могут, вам помогают. Но вы и сами должны быть с усами. Вы знаете, у вас такой огромный потенциал. Я всегда поражаюсь. Вот приходят люди ко мне за гаданиями. И человек приходит и жалуется, говорит, вот все плохо, плохо. Смотрю на этого человека. Человек талантливый, человек способный, человек просто невероятный, даже не человек, человечище передо мной сидит. И как маленький ребенок плачется. Знаете, это просто невозможно, так не должно быть. Вам никто ничего не должен. И если вы чего-то хотите, идите и берите. Просто идите и берите. Очень простое решение. Попробуйте хотя бы в малом так поступить, и вы поймете, как это работает. Открытые возможности. Смотрите, сколько у вас тут дорог, и все они вам открыты. На самом-то деле открыты. Да, есть какие-то помехи, там и люди могут мешать, и обстоятельства. Но если вы, делая шаг, потом пятитесь как рак обратно, но кто в этом виноват? Никто. Вы виноват. Вы не идете. Вы испугались, вам некомфортно, вам боязно, вы в себя не верите. Ваши духи достаточно такие серьезные, суровые, я бы даже сказала. Вас воспитывают. Воспитывают, и сколько бы вам лет не было, все равно воспитывают. Это важно. Важно для вашей души, для ее развития, для ее становления. Вы должны вот кровь из носа, это воплощение прожить так, чтобы перейти на новый уровень. Почему? Вы очень важный человек для вашего рода.
Очень важно. На вас все ставки сделаны. Вы должны что-то закончить. У каждого это своя задача. Здесь, конечно, индивидуально нужно смотреть, в чем заключается ваша задача. Но каждый из вас что-то должен закончить. То, что начали ваши предки, вы должны в этом воплощении закончить. Либо хотя бы довести до какого-то более-менее уподобаемого уровня, да, чтобы дальше вот ваши потомки уже ума дали. Да. Вот. Это непросто, я вижу, что непросто, но у вас есть все для того, чтобы это сделать. Вот прям поверьте, все есть. И возможности, и перспективы, и сила, и характер, и воля. Все есть. Вы сейчас как будто бы спите. Да? Вы живете, но вы спите. Во сне ходите, да? Во сне живете. Надо просыпаться. И вот эти потрясения, которые вот они здесь показаны, это для того, чтобы вас разбудить. Даже не столько вас, а сколько вот это ваше желание жить и идти вперед. Потому что многие просто даже об этом не думают. Вот сидят, да, и думают, все, конец. Ничего не хочу. Нет ни сил, ни желаний. Для этого это все происходит. Пройдя через огонь и воду, вы выйдете в райский сад. Другого пути для вас нет. К сожалению, другого пути нет. Вы уже прошли огонь. Осталась вода. Но вода лучше, чем огонь. Вода – это движение. Огонь – это был выгорание, это пепел, полное, да, уничтожение, под нолик зачищали. Все, что у вас там происходило, все, что мешало, вниз тянуло. Теперь вы начинаете новое движение по воде. Да, нужно грести. Кто на лодочке должен веслами поработать, а кто и ручками, да, вот хорошенечко такие движения поделать, да, чтобы выплыть из этого водоворота событий, чтобы поймать то правильное течение, которое вас вынесет. И там уже берег, там уже райские кущи, поверьте. Вас они ждут и уже заждались, эти райские кущи. Вот эти петли временные, по которым вы сейчас бродите, как по лабиринтам, это ваше желание, вернее, отсутствие вашего желания. Давайте мы с вами договоримся так. Ради эксперимента вы завтрашний день, сегодня уже мы упустим завтрашний день, вы попробуйте пожить так, как вам хочется. То есть вы будете выполнять все свои желания. Вот что бы вам ни захотелось, вы будете просто брать это и делать. Попробуйте. И потом в конце дня оцените результат. Каким он был? Каким был ваш день? Какое было ваше настроение? С чем столкнулись? Как вы выходили из той или иной ситуации? Вот просто просуммируйте, подведите такие итоги. Вам нужно начинать. Вам нужно начинать уже прямо здесь и сейчас. Ваше время пришло еще, извините меня, сколько-то времени назад. У кого-то тут даже вот год, да, человек пустую потратил. В страданиях, в этой печальке, в этом тумане, в этой серости. Начинайте, двигайтесь. Вам помогут. Вот, смотрите, триада, вот она вышла. Вы видите сами. Что триада вам несет? Пожалуйста, сердце, чашу, птицу и крышу. Любовь, деньги, здоровье и собственный дом. Вам триада это все готовит. Вы получите. Но только при условии, что вы начнете свое движение. Смотрите, все на вас работает, все за вас, все на вашей стороне. И духи вашего рода, и высшие силы. Все тянется к вам. Природа, погода, вот кто во что верит. Все за вас. Но кроме как вы сами, вот эти шаги никто за вас делать не может. Услышьте меня правильно. Вы начинаете движение, энергия начинает подкачиваться, и вы выходите в результат. Пока вы сидите и ничего не делаете, результата не будет. И как бы сильно вам тут не помогали, поверьте, так не работает. Да, высшие силы, у них есть возможности, но мы-то живем в материальном мире. Так что, мои хорошие, печальки свои закрываем под замочек, умываемся, одеваем самую красивую одежду и живем так, чтобы себе ни в чем не отказывать.
для себя, не для кого-то, для себя живем. И знаем, что у нас все получится. Вы зачем попали на эту отсыпку? Потому что время, понимаете, время уже прям пищит. Вы должны нагнать то, что вы тут напетляли. Вы должны выйти вот эти райские кущи. Вы в них обязательно выйдете. Тут уже вас никто не остановит. Нет таких перепон, нет таких, ну, не знаю, обстоятельств, да, либо таких врагов, которые могли бы вам помешать. Все самое страшное вы уже пережили вот в этой части, понимаете? Либо вот в сегодняшнем дне еще там кто-то доживает эти ужасные события. Дальше только лишь счастье. Счастье, которое вам обещано. Обещано, кстати, при вашем рождении. Все уже было прописано. Где и как вы помучаетесь, в чем вам там, где не повезет, где что потеряете. Но вот она ваша будущая жизнь. Полная. Полная, стабильная, сытая, довольная. Идите в нее. Не топчитесь на месте. Хватит. Вставайте, идите вперед. Все будет. Все будет. Все у вас получится. Духи в вас верят. Пусть вы в себя не верите, но духи верят, и я в вас верю. Все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.